Вопрос из Карткироса. Пишет Василий Иванович, житель многоквартирного дома. На придомовой территории многоквартирного дома есть участок, на котором построены баня, гараж, сарай. Объекты имеют прочный фундамент, то есть построены капитально. Можно ли оформить землю и строение в собственность? И куда необходимо обратиться? Сразу озвучу подобный вопрос. Андрей Леонидович, житель Кайгородка, сообщает, что он купил баню около многоквартирного дома, но никаких документов на баню нет. Как оформить в собственность данную постройку? Ну, смотрите, давайте начну со второго вопроса, потому что он такой более конкретный. Купил. Самое главное слово в этом – это купил. Значит, у вас есть договор купли-продажи, с которым вы обязаны идти в регистрирующий орган, если вы считаете, что это объект недвижимости, который вы купили. Поэтому очень простой ответ. В МФЦ с документами покупатель, продавец, государственная пошлина, и вы собственник. Очень все просто. Но, судя по тому вопросу, что вы правильно их соединили, они говорят, придомовая территория многоквартирного дома, это очень интересный вопрос. Вообще, могу сказать, что всегда любая покупка и любое строение объекта недвижимого имущества начинается с земли. Поэтому, если у вас нет прав на землю, то их надо сначала заиметь. Да? То есть, если строится объект, он строится всегда на земельном участке. Поэтому начинайте с земли. Если у вас, еще повторюсь, нет прав, надо идти за правами на землю. Другого выхода у вас не будет. Поэтому вот многоквартирные дома – это вообще вещь очень интересная. Все, что касается многоквартирного дома, если под ним выделен земельный участок, является вообще общедолевой собственностью собственников этого многоквартирного дома. И весь земельный участок, и все, что на нем находится. Можно выделить земельную долю себе? Но это, еще раз повторюсь, вот вы собственник, на вашей земле находится строение. Выделите, если вы согласны будете, то ради бога, вы можете выделить. С чего начать вообще этот путь? Надо обратиться к собственнику. И всегда, еще раз, мы с вами первый вопрос начинали. В каком-то общем собрании, да, или как? Да. В данном случае, если это действительно земля многоквартирного дома, да, то, конечно же, только общее собрание собственников этого многоквартирного дома может решить, что делать с этой землей. Это их общая долевая собственность, если это так. А затем уже идти оформлять участок. Конечно. Если ему как только вам выделят земельный участок, вы как с любым собственником должны договориться, купить его, там, в аренду взять, и у вас появятся права на землю, у вас появятся под этими объектами. Да? Только тогда вы можете идти регистрировать права на все, и на землю, и на... А потом и на баню. А потом и на баню.